так весело и задорно открывают региональный этап всероссийского конкурса «Учитель года России». Развлекательные миниатюры, песни на иностранных языках, поэзия с самыми настоящими чувствами. У школьников сейчас хоть и каникулы, однако для гостей дети подготовили яркие номера. «Учитель года» – ежегодный всероссийский конкурс, который проводится с 1992 года Министерством образования Российской Федерации, Общероссийским профсоюзом образования и учительской газетой. Цель – выявление, поддержка и повышение престижа труда учителя. Поздравил участников глава Республики Ингушетия Махмуд Али Калиматов. Это уже 33-й раз у нас проходит региональный. Но я так понимаю, муниципальные прошли. И сейчас у нас региональные, и окончательно 15 мая будет завершающий конкурс. Вообще смелые у нас педагоги, я убежден, что они знают свой предмет. И хотел бы, чтобы наша республика, конечно, была передовых. Вы знаете, когда где-нибудь мы уезжаем, надолго, ненадолго, но все-таки, когда где-нибудь в газете прочитаешь «Республика Ингушетия», там кто-нибудь, учитель или спортсмен, или просто про Ингушетию два слова скажут, ты невольно тянешься к этому, сколько бы ты где ни находился. А учитель как раз проявляет любовь к предмету, понятно, но и к своей родине, к своим родным местам. И я убежден, что не будет проигравших вообще, потому что участие самое главное, я думаю. Но я надеюсь, что в этой части все равно проходите этап, все равно это опыт, все равно это взаимодействие и познание, расширение диапазона познания, образования, хотя вы и профессионалы. Достучаться до ученика можно. Мы еще должны их души спасать. Мы должны их души спасать. Понимаете, чтобы они не ушли куда-то в крайность. И хотел бы, чтобы мы параллельно с знанием несли все-таки воспитательную, жирную линию рядом. Еще раз поздравляю, пусть победит. Но кто проиграет, не думайте. Я повторюсь, это опыт, это огромный опыт участия в любых конкурсах, а это очень важный, всероссийский, понимаете. Поэтому маршал. Каждый из 5 конкурсанток прошел отбор и был признан лучшим на муниципальном уровне. И каждый из вас уверен, здесь представить такую практику педагогической мысли, которая явится для молодых, амбициозных наших учителей большим подспорьем. Потому что каждый учитель, он до тех пор учитель, пока он совершенствует свои знания. Что бы вы ни делали на уроках, главное, конечно, это содержание вашей работы, а именно профессиональный рост детей. Хочется пожелать всем, кто участвует в этом конкурсе, таких успехов, от которых мы будем все гордиться. Аиша Цздоева – одна из них. Вот уже 18 лет она преподает математику. Участвовала в различных конкурсах, но этот первый такого уровня. Педагог уверен, он подарит ей много идей и обогатит опыт. Учитель – это призвание. Учитель – это образ жизни для меня. Это суть моей жизни. Я не могу ее назвать просто работой. Это деятельность, которой я посвятила всю свою жизнь и довольна этим. А когда ты живешь своей профессией, у тебя бывают и успехи, которыми можно поделиться, и которыми хочется поделиться и кричать о них на весь свет. Поэтому я решила поделиться своим опытом, перенять опыт своих коллег-профессионалов. Желает удачи и поздравляет с таким важным конкурсом коллег из Ухра Гадиева, победительница регионального и финалистка всероссийского этапа конкурса «Учитель года-2022». Ведь скоро участникам предстоит побороться за звание одного из самых высококвалифицированных учителей Ингушетии, а потом и России. В этом году конкурс проходит под знаком педагога и наставника. И это очень приятно. Почему? Потому что вот на уровне главы государства, на уровне всей нашей страны обращается внимание на педагога, на наш труд и повысится значимость нашей профессии.
Я желаю нашим конкурсантам, наверное, сильных соперников. Почему? Потому что когда соперники сильные, тем будет сильнее, слаще, достойнее на победа. Пусть победит сильнейший. Креативность, трудолюбие и умение привлечь интерес учеников. Оценивать конкурсантов тут будет строгое жюри, в составе которого заслуженные учителя не только республики, но и России. Но это не сегодня, а пока участники делятся эмоциями и вспоминают, как все начиналось. Мне занесли положение. Мы с детками начали разбирать его. Естественно, я отказалась поначалу. Но мой ученик Дзангиев Накир, победитель большой перемены, мне сказал: Зарета Магомедовна, если я смог, вы сможете. И вот их поддержка моего коллектива, мотивация от них сегодня привели меня сюда, на эту сцену. К слову, поддержать своего учителя пришли и ученики. Каждый верит в победу и желает интересных соревнований. Я пришла сюда, чтобы болеть за своего учителя Дударову Хаву Магомедсалиевну. Я желаю ей большой удачи, потому что она очень хороший преподаватель. Она мне ведет уже 2 года химию, и я очень довольна. Она хороший специалист, все объясняет четко по делу, и я надеюсь, что она выиграет, потому что она очень талантливая и прекрасная девушка. Площадкой для проведения соревнований станет лицей Магаса. Здесь пройдут все состязания регионального этапа конкурса. Уроки, мастер-классы и многое другое. Впереди участников ждет 3 тура конкурса. Ну а пока каждый из них переживает новые эмоции и впечатления после торжественного открытия. Хава Гагиева, Джамалей Сылтыгов. Новости 24.